Доброе утро. Мы в Дербенте. Решили заскочить попить кофе. Утром проснулись, сегодня спали долго, до 7 часов аж. Наш бариста. А там ждет Дербент. Там уже жарит. Мощненько. Сереж даже не посмотрел. Вчера, пока мы смотрели экраноплан, настала ночь. Мы зашли в местную столовую и пока ели, в интернете нашли квартиру на сутки. Через полчаса нам уже передали ключ от входной двери. Когда мы уточнили, как же нам открывать домофон, хозяин с удивлением спросил, что такое домофон? Ах, этот гостеприимный Дербент с открытыми настежь для гостей дверями. Дербент, Дербент, сказать я не могу все те слова, как тебя люблю. Дербент, Дербент, кружится голова. Ты мой Дербент, ты любовь моя. Переулки знакомые снова видеть рад. Такие вот улочки у них. Узенькие. Маршрут номер 1. Я капец люблю такие улицы. Дербент, Дербент, сказать я не могу все те слова, как тебя люблю. Дербент. Мы почти весь день гуляли по цитадели Нарынкала и среди каменных домов старого Дербента, по его узким и извилистым улицам, впитавших в себя многовековую историю Кавказа. Дербент, городская набережная. Такая беседка. Пальмочки тут посадили. Сейчас сюда пойдем. Будем на берегу обедать. Мы увидели по карте, что это максимально близкое расстояние до моря. И остановились и решили пройтись до моря. И обнаружили здесь какой-то, то ли это лагерь был, то ли что здесь такое, брошенное, разрушенное, сломанное, заброшенное. Короче, куда-то мы, хотя вон там, вот нет, вон там как будто бы люди живут. Что это такое интересно? Здесь живет корова. А вот тут вот что-то все огорожено. Зато здесь вон волейбол играет. В общем, там до моря мы не добрались, потому что нас ждало другое, совершенно потрясающее место. С одной стороны тихо пели воды Каспийского моря и сверчок. С другой хранила покой маленькая мечеть. Че, как водичка? Вода классно. Заход только каменистый, не видно, там что ходит, не ходит внизу, ничего не понятно, не видать. Зато чистая, не как в Дербенте. Так что как-то так. Давайте, удачи всем. Солнышко, что вы делаете? Что это у нас будет? Супер пикник на берегу Каспийского моря. На берегу Каспия. У нас был сегодня обед на берегу Каспийского моря. Сейчас будет ужин. А сейчас завтра лаверсе будет завтрак. Где мы ночуем? Где-то между чем и чем? Короче, около Избербаша где-то, да? Да. Вот так чирикает кузнечик.
Тут мечеть стоит, туалет. Тут еще, кстати, есть птички какие-то. Желтые, синие и красные. Здесь мы встретили закат и остались на ночь. Встречаем рассвет на Каспийском море. Такая красота. Солнышко, что? Лег спать. Смотрел, все, устал. Что же рассвет произошел? Маленькая мечеть. Вообще не мечеть, а зиярат написано. Ну вот как есть, так есть. Гора. Приятного аппетита. Море Каспийское. А там два Бакланова летают. Приземлились. То место, где мы ночевали, вид сверху. И что ты хочешь? Тебе нравится по колено вода когда? Это Каспийск. Мальчик говорит, отойди, да? Это мы доехали до Махачкалы. Гуляем. Идем до рынка. Искали 100 лет место для парковки, не нашли, припарковались где-то далеко-далеко. И решили дойти пешком. Махачкала. Короче, мы дошли до рынка. О, хлеб какой! Ну, слышали, да? Хлеб купить надо, красавица. Вон мужик в шортах, смотри, ходит тоже, как ты. Тут, короче, мы дошли до рынка. Все. Все, попробуй. Вот, может быть, маленький возьмем? Маленький есть, вот печенье есть разные, вот какао миндаль есть, вот конопля есть, вот миндаль есть, арахис есть, любые, какой абрикос есть, черный абрикос есть, какой хочешь. Там вот... А можно я попробую? Конечно, можно, почему нет? Я тебе буду давать. Нет, сама пробуй. Да? Ну дашь мне что-то попробовать. Есть вот какой и Вот такой, да? Давай, вот такой возьмем. Большой, Вот. маленький. какой. Сходили мы на рынок. Пробыли там где-то 2 часа. Вон у Сережи сколько пакетов. У меня сколько пакетов. От Сережи еще один в один засунул. Вот, сейчас идем обратно к машине. Туда очень жарко. Сегодня, короче, погода нам соблаговолит. Правильно сказал? Да. Махачкала. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Что нам этот май? Мы умеем купаться даже в мае. С автоматом ходят, чтобы люди не залезли в воду, походу делают. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I Махачкалинские улицы. Махачкалинские дворики. Блин, так интересно. Туда зайти, да? Не выгонят? Интересно. Скажут, нельзя снимать.
После Махачкалы мы построили дорогу до Астрахани, уже в сторону дома. И было так грустно, и в душе словно что-то скребло, будто мы чего-то не доделали, не досмотрели, не допутешествовали. Пустота обуяла сердце так, что мы даже не разговаривали, каждый став пленником своих мыслей. Навигатор вел нас в город Кизляр, мы молча подчинялись дороге. Мы проехали Бабаюрт, где дорога разделялась надвое. Сережа остановил машину и спросил: «А может, еще немного попутешествуем?» И да, это то, чего мне хотелось услышать в эту минуту больше всего на свете. Ведь это означало не только, что наше путешествие продолжается. Все только начинается, и нас ждут новые неизведанные нами дороги, интересные места, прекрасные закаты и рассветы. На навигаторе мы построили дорогу на Архыз. Время уже было после заката, и Сережа решил ехать в ночь. Чечня, Ингушетия, Осетия – мы это уже все видели. «Проедем ночью, утром уже будем на Архызе», – сказала. Но Вселенная защищала нас как могла. У нас перегорели обе фары сразу, и мы остались ночевать прямо здесь, на Бабаюрте. Короче, то ли это место нас не хочет отпускать, нельзя типа нам дальше ехать в Крым. То ли что, у нас лампочки перегорели вчера оба, и сейчас вот мы немножко застряли на ровном месте. В это время мимо проходил дедушка-пастух со своим стадом. Без слов подошел и начал толкать нашу машину. Рядом проезжал грузовик, из нее вышли молодые парни и все вместе вытолкнули Гранту из ямы. Нам помогли абсолютно незнакомые нам люди. При этом мы даже не просили о помощи. Кстати, нас ночью разбудил местный и спросил, чего мы здесь ночуем. Мы, сонные, на автомате ответили, что путешествуем. Он предложил чай, кофе, мы отказались, он пожелал спокойной ночи и ушел. Мы даже не вспомнили про него утром. Лишь в течение дня всплыло в памяти, будто это был сон. Купив лампочки в автомагазине, рядом с которой мы, оказывается, ночевали, мы стартанули в сторону Архыза. Еще один у нас пункт Карачаево-Черкесии. Это анарзанный источник. Ой! И это кто там? Маленький такой. Вот этот источник, сейчас сюда пойдем. Чё? Чё скажешь? Ионизированное? Минерализированное. Йодированное, да? Там есть хлор, бром, йод, сульфат, гидрокарбонат. После нарзанного источника, Карачаевский район, мы двинули Через 600 метров круговое движение, второй съезд. в сторону гор, в сторону Архыза. Их не очень видно, но на самом деле тут облака пустились низко и густой, не очень густой, но туман. С высоких гор спускается туман, когда все ближе с моря ураган. Но в эту ночь под сенью сонных струй я лаской вырвал первый поцелуй. С высоких гор спускается туман, когда все ближе с моря ураган. Но в эту ночь под сенью сонных струй я вырвал первый поцелуй. Дорога на Архыз. Осталось 25 километров. 23 уже. Тут везде спустился, небо спустилось на землю. И ничего из красот не видно, но все равно очень красиво.
Это вообще невозможно остановиться снимать. Даже через стекло. Даже в туман. Я капец люблю горы, короче. Ага. А сейчас приведет куда-нибудь нас во двор. Короче, приехали мы в Архыз. Конечно, тут же идет до сих пор дождь. Хотели подняться на водопад. Водопад где-то там, 400 метров еще. Но что-то мы навряд ли это уже пойдем, что ли. Так-то 400 метров немного. Но если промокнем опять. Дождь шел так, будто и не собирался останавливаться. Как в день, когда мы забирались на Гамсутль. Туман ленивым пушистым медвежонком развалился на вершины гор и даже не думал рассеиваться. Мы немного расстроились, что не увидели горы Архыза, ведь ехали к ним весь день, более 600 километров. Но в путешествии все идет через принятие, и мы подчинились воле судьбы. Выехали из деревни, нашли укромное место на берегу бурной реки и остались там на ночлег. Ночевали в таком красивом месте, где бурная река течет, горная. Здесь заснеженные пики, а это за ночь заморозило все. Мы, значит, вчера ехали, и везде был туман, и мы не видели вот эту красоту все. Переночевали и решили подняться туда заново. Ждем, стоит нам построить. И посмотрите, какие места. Утром мы проснулись в бодром настроении духа. Бодрости было не избежать, ведь на улице было -2. Зато не было тумана и дождя, и мы решили попытать счастье вновь. Позавтракали и поехали обратно на Архыз. И какие же невероятные виды нас там ждали! И это совершенно точно стоило того, чтобы столько проехать, попасть в дождь и густой туман и ночевать среди высоких гор, рядом с холоднющей, бурной рекой в -2. Чеся какую Сережа тут снимает. Там супер-мега все насыщенно. Серега там стоит, снимает. Прикольно. В конце этого путешествия узнать, что насыщенный цвет-то у Сережи в телефоне. Это Архыз.
Практически безмолвно мы впитывали в себя красоту гор, чистоту воздуха, вкус родниковой воды целых 2 часа. Внутри была невероятная гармония и всеобъемлющая благодарность миру за то, что нам выпал удачный жребий родиться на этой прекрасной планете. Дальше наш путь лежал на берег Черного моря, в Краснодарский край, на въезде в который нас остановили доблестные ГАИ, чтобы найти причину штрафануть. Но нас это не омрачило. Я думала о том, какое же мы выбрали правильное время для путешествия. Все деревья в цвету. Головой. В очках. На юга едем. Опять. Что скажете? Все ок. Классно. Круто. Мы ехали серпантинами в Туапсе, оттуда по Черноморскому побережью в Геленджик. Пока ехали, я искала место для ночлега. Мы решили, что нам нужно пару ночей поспать горизонтально. Нашли гостевой дом всего за 1000 рублей в сутки на двоих и направились прямиком туда. Поселились первый раз поспать в Геленджике. И что я вижу? Челябинск сразу. Тут у них кухонька вот. Тут столовка. Такая светлая, яркая. Ну, Сережа идет